Всем доброго времени суток, всем, кто нас смотрит. А, Сегодня у нас далеко не самый радостный повод для встречи, для того, чтобы поговорить. Вот. Меня вообще эта история застала в дороге, поэтому простите за какие-то дискомфорты и, может быть, лишние звуки на улице. У нас, у нас 25 лет со дня ужасной трагедии, произошедшей 21 октября 1999 года. 25 лет назад Россия по приказу своего преступного руководства выпустила по городу Грозному несколько ракет. Какие это ракеты были, что за ракеты, почему это сделали, мы попробуем выяснить или не выясним, какая разница. Не в этом суть. Факт в том, что это было максимально преступно, и в очередной раз максимально никто из них не понес наказание. И как-то вообще это есть ощущение, что забывается немного. Вот давайте не дадим забыть. Хусейн, хочу начать с тебя. Ты как человек военный, непосредственный участник двух русско-чеченских войн, человек, который был в руководстве, далеко не последним, был, можно сказать, в топ-листе людей, которые все это видели, знали и на себе лично пережили. Что ты помнишь об этом дне? Давай вот прям зайдем прям с самого начала. У нас нет формата сегодня, мы не гонимся за просмотрами, за лайками. Это не тот случай. Мы можем говорить, как хотим, как чувствуем. И у нас нет никакого времени ограничения. Кто захочет, тот посмотрит, кто нет, кто нет. Поэтому можем говорить, как считаем нужным, как на сердце легло. Что ты помнишь? Вот твой день начался. Вот это простой день, ничто не предвещало. 21 числа я запомнил очень хорошо, это был обычный нормальный день. Почему я его запомнил? Не только из-за того, что ракетный удар был нанесен по городу Грозному, по центральному рынку, там был нанесен еще и по роддому, и по мечети в одном из поселков города Грозного. И основной удар, вот ракета .У называется, эта ракета, теперь мы знаем, как она называется, она была запущена примерно с Дагестана, с Каспийской флотилии. В общем, поразила центр города Грозного. И ракета с разделяющимися боеголовками, которая разрывалась, и не единожды, да, воздух разрывалась, и все то, что внизу уничтожало. А в этот день мой сосед, прям сосед по дому, пошел на базар и не вернулся оттуда. Не вернулся, но его жена обеспокоена этим делом, и попросила меня посмотреть, где он. Да. Я как раз вот после этого взрыва, буквально, я живу на Старопромыслах, это немножко далековато от центра Грозного, но я слышал какой-то взрыв, ну, так, пока слухи дошли до меня, что именно обстрелян город Грозный, ой, вернее, центр Грозного, я сам в этот день не был на этом базаре, именно лично во время вот этого ракетного удара. Ну, я, естественно, сразу выехал на поиски этого человека, моего соседа. Там то, что я видел, это был ужас просто. Базар весь раскид, сразу людей хватали и вывозили в больницы, всех раненых, убитых, всех завозили в разные больницы города Грозного и окрестности, Урус-Мартан, Ашой-Мартан, везде, потому что в городе Грозном больницы не было мест. Я начал искать этого своего соседа по больницам, тоже уже ходить по больницам, ездить, вернее. И врачи, там мало врачей, мало было, они физически не успели оказывать и медицинскую помощь. И эти люди прямо там же в больнице умирали от потери крови, там, от болевого шока и так далее. То есть они не успевали получить помощь. Ну вот в этот день нашел я своего соседа, тоже в одной из больниц города Грозного. Людей было, ну, просто это уйма. То, что средства массовой информации нам обычно, как всегда, занижают 2-3 раза эту цифру, там 100 человек погибло, 140, там, то ранено. Я думаю, что количество убитых и раненых там, наверное, минимум с полтысячи было, потому что, как мы знаем, центральный рынок
города Грозного. Это самый такой, особенно в тот период, самое сильно посещаемое место было в городе Грозном. Перед войной как раз там были стихийные вот эти ларьки выставленные, и очень много людей приходило, покупало, потому что там промышленно все это дело буксовало в тот период. В начале войны была блокада города Грозного, товары не могли там поступать, но люди каким-то образом занимались бизнесом, в общем, пытались выжить в этих условиях. И вот по этому огромному скоплению населения вот варвары, русские варвары, российские варвары, военные нанесли вот этот ракетный удар. Предшествовало этому ракетному удару вот эта античеченская пропаганда, видимо, попытка начать вторую русско-чеченскую войну, они всячески искали повод. И вот как русские потом заявили, что на этом рынке продавали якобы оружие, там были склады какие-то, да, кто знает город Грозный, центральный рынок, это для него, конечно же, будет смешно звучать. Там тем более, что это центральный рынок, уже вынесенный из разбитого рынка, располагался на трамвайных линиях, как мы помним, вот этот на картинках, везде там уже организовали. Трамвай не ходил тогда во время Первой русско-чеченской войны, все трамвайные линии, трамваи были изрешечены, весь трамвайный парк уничтожен, и ни трамваев, и ни троллейбусов, которые до войны у нас функционировали, их уже, естественно, не было. И поэтому необходимость этой железной дороги, трамвайной линии отпала, и на этом участке ровная площадь, люди там организовали вот эти стихийные рынки. С левой стороны от этого базара, ну, смотря с какой стороны смотреть, конечно, ну, с одной стороны, короче говоря, были девятиэтажные жилые дома, в которых никаким образом там боеприпасы, как ты будешь там хранить, да, люди живут, свои квартиры у них ходят туда-сюда. То есть с правой стороны это помещение, территория центрального рынка, внутренние как бы помещения. Там вообще никаких домов нету, да, чистые как бы ларьки там стоят, вот эти всякие. Ничего такого нету. И вот никакого основания, чтобы бить по центральному рынку, не было. Но для русских, как мы вот знаем, и, наверное, сегодня украинцы нас хорошо, наверное, понимают, что для них повода и не нужно, чтобы куда-то ударить по роддому, там, по какому-то концертному залу, какую-то библиотеку разрушить, больницу разрушить. То есть повод не нужен. Это варвары, которые в наше время занимаются чисто от удовольствия убийством мирного гражданского населения. Я хочу обратиться к зрителям. Ну, чеченцы, понятно, что в большинстве будут в курсе, как было что, но я хочу обратиться к тем, кто не чеченцы и посмотрит это видео и вдруг заинтересуется этой трагедией, этим преступлением. Просто если вы хотите более предметно ознакомиться с тем, как было, просто наберите «Ракетный обстрел города Грозного, 99 год». Как минимум несколько вы увидите оттуда записей. Понятное дело, что они того самого качества. Это ВХСные кассеты. У кого-то, кто был, тот и смог снять. Конечно, тех технологий, как сейчас, у людей тогда не было. Они не могли вот так вот взять с кармана телефон и все качественно снять. Но какие-то на ВХС люди поснимали. Посмотрите, вы увидите там, по каким бандформированиям они стреляли. Вы увидите этих самых боевиков в виде обыкновенных женщин, у которых оторваны конечности, ноги, руки изуродованы, убиты, старики какие-то. Вы просто увидите это сами и поймете, как работает это высокоточное оружие. Оно, может быть, и есть, но только посылают они его совсем не по адресу, а простых людей, и это то же самое происходит и в Украине тоже. Рахман, мы пока можем поговорить с тобой, потому что ты тоже там был, и ты непосредственный свидетель тех событий. Что ты помнишь? Как начался твой день и как тебя застала вот эта вот трагедия? Вот этот вот центральный рынок, это была такая жила живая, которая, в общем-то, снабжала со всех сторон, значит, жизнь продолжалась в городе за счет вот этого центрального рынка. Я имею в виду, там и питание приобретали, в смысле продукты питания, и кто одежду там и так далее. В общем,
по строительству, там различные магазины и внутри, и вокруг этого центрального рынка. И вот все, что касается жизни, в общем-то, было как-то пересекалось с этим центральным рынком. И город, хоть и там вяло, но все-таки жизнь продолжалась в этом городе за счет этого центрального рынка. И вот я хотел сказать, я пересекаю, значит, мост через Сунжу, и где-то вот на этом пересек уже и дальше иду вот к Московской. И в это время взрывы. Взрыв один. Я разворачиваюсь прямо над этим. Ну, я думаю, что вот точно вот, вот как Дикник Мацахюри Дагу, что вот именно моих друзей взорвали. Прям там, вот как я вижу, ориентировочно. И я туда. Пока я туда добираюсь, а мне нужно же мимо этого базарчика, вот где мы сидели, где это... И там, конечно, я почему-то запомнил, там на столе была, женщины там кое-что продавали и так далее. И я почему-то запомнил вот эту калину красную. Вот пучок калины красной. Ну, не один, может быть, но вот этот пучок я почему-то запомнил. И потом я возвращаюсь, и вот там разбито. Еще, кстати, я пока шел, еще один взрыв. Я слышу. И потом где-то в районе главпочты, а это, оказывается, роддом, в смысле, вот там недалеко от главпочты, в роддом, оказывается, там тоже взрыв это. Но я пока шел, вот это, я подумал, что это где-то в районе главпочты, а там, оказывается, где главпочта, тоже взрыв был. Там в этот момент, там, где автобусы ждали люди после работы, кто разъезжается. И здесь тоже после работы на базарчик, когда большинство народа бывает, вот к вечеру, да, когда перед тем, чтобы с работы, кто раньше возвращается, кто уйдет домой, заскакивает, там что-то взять и так далее. Ну и в обеденный перерыв тоже много людей было, потому что кто в центре, все там тасуют, крутятся и обедают там. Когда я подошел туда, ну вот вы знаете, быстро так, вот когда меняется картина, буквально полчаса, какой полчаса, 15 минут назад была одна картина и другая. Вот все посерело, почернело. Кстати, моросить начало еще. Так немножко покрапывало. И вот кровь, там крики, детские, женские голоса, вот, стоны. И вот когда ты видишь вот развороченное, вы знаете, ну, я бросился там, чем мог, как мог, там были люди, подъезжали, и так оперативно они справлялись, как это, в легковых, то, другой, какой-то, любой транспорт до поля, ну, и в больницу, и в больницу. Вот и в этот период, ну, я тоже помогал, чем мог, но я был, можно сказать, в шоке. И в этот момент еще, пока мы там были, опять где-то недалеко, опять еще один раз взрыв был. В смысле, буквально недалеко, метров 200, может быть, 300. И там тоже, да, дым, гарь и так далее. Это же все летит, когда это летит, все пугаются, и люди подъезжают и опять попадают под это дело, знаете. Но в любом случае в войнах мир, да, остал дир должпуху, ну, самый тяжелый момент мы всегда сталкиваемся с помощью наших соотечественников. Да, мои школы. И так видел уже во время Первой войны, нужно признаться, всякие и переломы, и раны всякие. Ну, чего не видел до войны никогда, даже в кино некоторые вещи я такие видел. И тут
это в одном месте и сразу много. Знаете, это ужасно. Я хотел сказать о людях, которые помогали, которые развозили и так далее. Кто-то же таксует, кто-то там кого-то подвозит, кто-то просто приехал. Так оперативно, так с такой заботой. В общем, одним словом, очень оперативно работали на Осталдорф, дал Духба был Биснеш, Бельчан дал Гечту. Очень серьезная помощь была со стороны, и военные ребята были, я вот хотел похвалить. Вот военные, я имею в виду Нохчи Бейшдер, Киина, они так оперативно на Осталдорф достичь. Хусейн, ты сказал, ты назвал ракетой .У. Я правильно услышал? Да, Это точно установлено, что именно это этого точно класса. установлено, да. А можешь, ракетами по Украине сейчас они били тоже. а можешь рассказать, что ты знаешь, что за класс ракет, для чего используются? Это ракета Земля, разделяющая, они разные типа бывают, но в данный момент то, что к нам прилетело, это с разделяющими боеголовками ракета была, которая запускается как бы Земля, так она называется. Бывают ракеты разного типа, воздух, Земля, и бывает Земля, которая с установки попадает по траектории в точку, куда она была направлена. Вот она в данный момент ее направили прямо на центральный рынок, на центральный роддом и на мечеть, одна из мечетей. Мечеть, поселке Сколько в итоге было ракет Вот выпущено? в мечети, я знаю, около 45 человек погибло, только в мечети. Я вот. ракет пока, вот сколько ракет, было? Вот, в тот день, насколько я помню, да, где-то общей сложности 3 ракеты были. Ну, ракеты, но от нее потом отлетают эти взрывы, которые Роман говорит, это взрывы от разрывов одной ракеты разных боеголовок. Они одновременно не взрываются, они разлетаются, и потом взрываются и поражают большую площадь. А удалось установить, откуда они были выпущены? Ну, с какой территории? По нашим данным, из Дагестана были запущены эти ракеты, и вроде бы... То есть со стороны Дагестана они прилетели? Да, ну это Каспийский флот, который там... то есть с моря, получается, с озера, извините, да. Ну да, с этого, да, оттуда. Хорошо, а личности были установлены, или Россия считает, что это легитимный, абсолютно законный был акт, и поэтому никакого расследования никто не вел? Ну, Россия сразу же, тут же отказалась от того, что они поразили центральный рынок. Они говорили, что это никаким образом к ним не касается. В этот день ни самолет, никакие ракеты не летали, что это на базаре люди собирали взрывчатку, кого складировали, и эта взрывчатка залетела на воздух. И если любой посмотрит в интернете, эта информация до сих пор там висит. И никакого, не то чтобы там извинения сказать, никакого расследования этого военного преступления до сих пор как и не было, как и сотни и тысячи других военных преступлений по отношению к чеченцам. Я вообще хочу сказать, что в отношении чеченцев у мирового сообщества какое-то непонятное отношение к чеченскому народу вообще, к трагедии чеченского народа. Например, за обе русско-чеченские войны осуждено, насколько я помню, один Аракчеев был и еще один военный преступник, который стрелял, уже явно расстрелял людей, ну и Буданов, который полковник Буданов. Все, 2-3 человека осуждены за военные преступления, которые совершили за 2 русско-чеченские войны. Вот такое отношение к чеченцам, и никому до этого нету дела. Это случилось, когда это случилось? Это уже было путинское правительство? Это начало войны уже, конечно. Правительство было путинское, он был премьер-министр. Да, то есть несложно догадаться, что это было сделано с его прямым одобрением. Без него бы там муха не пролетела бы, естественно, у них. Ну, тут надо... Путин, как мы сегодня его видим, да, Путин, это такой мелкий, мстительный такой гаденыш, да, который, в его разговоре такой вот, ужимки вот эти, знаешь, там, шантропа есть какая-нибудь, мы видели какие-то банды хулиганов,
И среди этой банды бывает такой плюгавенький, маленький какой-нибудь шнырь, да, который вот сзади него стоят здоровые амбалы, а он спереди там языком молотит и вот там пытается разжечь эту толпу, навязать какую-то драку, спровоцировать драку. Вот такого типа За Путин. что? За что он мстил Вот, чеченцам? вот Есть? Вот за что он им да, мстил? есть, конечно, за победу в Первой русско-чеченской войне чеченской армии. Это было своего рода рахе, да, своего рода месть Путина, месть, ну, да, Путина, и Кремля, и русских, там, не знаю как, То есть, поражение русской грубо армии. говоря, ему было за державу обидно. Абсолютно. Это же не просто держава, да, там же непобедимая Красная Армия, первая там или вторая армия мира, ядерная держава, и так, и сяк. Там столько вот, разных наименований этой варварской стране, державе, что какой-то маленький чеченский народ, которого на карте невозможно найти, в 2 года войны сопротивлялся вот этому государству, и в итоге принудил правительство, руководство и военное руководство сесть за стол переговоров, вывести войска. И еще к тому же в 1997 году, 12 мая 1997 года, подписать мирный договор, который при Путине уже был, конечно же, нарушен. Вот мирный договор, которого даже нет у России с Японией. Был подписан мирный договор, что обозначает полное признание Российской Федерации государства Чеченского республики Ичкерия. То есть это уже То есть все свои межгосударственное. договора нарушили по всем пунктам. Ну, как английский Черчилль, по-моему, да, кто-то из английских руководителей говорил, что бумага, на которой с русскими написан договор, стоит меньше, чем сама бумага. То есть Я, договор я говорит, что фразу слышал, но авторство не помню, к да, ну сожалению. Но где-то фразу слышал. Ну, некоторые приписывают это Бисмарку, некоторые Черчиллю, может но в Бисмарк. любом случае и тот, и другой были И, правы. да, и Да, тот, и другой это были и непростые за ребята. граница дала хорошую оценку вот русскому слову. Одним словом. Дело в том, что предтеча к тому, что произошло вот 21 октября, были взрывы в российских домах. И этим делом руководил Тоже Путин, да. Да. Путин там причастен, потому что он бывший, значит, руководитель, директор этого КГБ, ФСБ, как оно там, ФСК, как оно называлось тогда. Ну, А потом в результате он очень, все его эти окружения, это оттуда, из этой конторы, они там друг друга, короче, поддерживают. Ну, Рахман, взорвал дома он, а виноваты мы с тобой. что Это знаешь, ну не потому что мы остановили чеченцы. руку, Да, да? нет, потому что мы чеченцы, на нас все списали. Мы Я чеченец, все, понимаю. ты взорвал мой дом, все. Это знаешь, как получается, как в басне Крылова. Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Сказал Да. он так и в лес ягненка поволок. Да. Вот Ну да. все. Так вот, я хочу спросить у вас касательно Путина. Вот этот персонаж, совершивший такие чудовищные преступления, сначала по отношению к чеченцам и к их государству, потом грузины тоже хорошо узнали, кто он такой. Сейчас украинцы знают. Справедливости ради надо отметить, большое количество русских людей, и не только русских, живущих в России, страдают от его политики. Сколько смертей он и им принес. Вот этот персонаж. И все самые значимые улицы названы его именем у нас в городе. Вот как можно его именем называть наши Ну, улицы, дома, города, площади, и все это народ терпит. Как это работает психологически? Я хочу понять просто, как этот свободный народ, который так боролся веками, как он... это действительно концлагерь под открытым небом, и нечего им делать, они ничего не могут поделать с этим. Или смирились. Я просто спрашиваю, я действительно не знаю ответа, у меня его нет. Ну, я тебе одну вещь скажу, да, как бы, это традиционное, как бы,
ну, традиционно, потому что Путина именем не сейчас назвали город Грозный, и не Путин первый, чьим именем назвали улицы. Мы, насколько мы помним, наши все села, да, называли село Ермоловка, да, Алхан-Юр до сих пор называется село Ермоловка. Кем был Ермолов? Он был кровавый, самый из жесточайших генералов русской царской армии. Есть очень много других наименований населенных пунктов. У нас в городе Грозном был памятник Ермолова, мемориальная такая доска, там памятник, на котором было написано: «Я не успокоюсь до тех пор», слова Ермолова, «пока не увижу последний скелет чеченца», короче, последнего чеченца. Это когда нас выслали в Казахстан, это был тот период установлен, по-моему, если я не ошибаюсь, памятник. Когда мы вернулись уже в 1957 году, вот эту таблицу именно сняли, и я это прекрасно помню. А там, по-моему, 4 или сколько, 3-4 таблицы были, ну, вот эти вот такие ставки вот, мраморные или какие-то там. На них были изречения Ермолова, а одна была пустая. Вот эта пустая, где не успокоюсь до тех пор, пока чеченцев скелет не увижу, было написано. Мало Слушай, этого, да? не сразу после нашего возвращения ее убрали. Года 3-4 она еще висела при нас. Ее там кувалдой били, и Не, это-то я взрывали, вообще не то, что взрывали. Но речь идет о взрывали. том, что несколько лет при нашем возвращении, уже нам каждый день ты мог видеть это. Самое интересное, что там недалеко был научно-исследовательский институт языка и филологии, там, и историко-филологический, да, вот это вот. И вот там, представь себе, буквально метров 20-30 дорогу ты переходишь, и вот этот вот бюст с этими словами для наших чеченских историков, для наших чеченских филологов, вот работать там каждый день, проходя мимо этого текста. Его Да-да. дважды взрывали, сам памятник, сам бюст. А эти Да. бюсты были на заводе «Красный молот», уже отлиты, там стояли у него заготовки. Это убирают, раз утром привозят, ставят на это места, монтируют. То есть это такая практика, когда оккупанты навязывают вот этому народу покоренному, да, заменяют его историю, заменяют его героев, навязывают ему новое свое. Вот то же Скажи, самое. пожалуйста, есть в этом намеренная схема, намеренный механизм ежедневного унижения? Абсолютное Это вот оно. Это унижение, то, что там Путина назвали, что бы ни назвали, завтра мы это дело уберем по-любому, да, это же не вечно, там Путин будет и улицы в честь Путина. Да, это стыдно, конечно, это позорно для тех, кто это назвал. Не для того народа, на которого навязали, да, а для тех, кто назвал, кто пытается заменить, изменить историю чеченского народа, память о героизме и память о том, что мы сделали, да. И кто бы как ни хотел унизить нас, уже унизить не получится чеченский народ, потому что мы вот за эти 2 русско-чеченские войны, как народ, выросли до такой степени мировой известности, да, что сегодня уже ничего нас больше не коснется. Мы стали народом, который знает весь мир. И мы сегодня, слава Всевышнему, да, находимся во всем мире и можем потихонечку, вот как мы сейчас сидим, потихонечку начать влиять на эти процессы, немножко выравнивать имидж чеченского народа с помощью молодежи, с помощью студенческой молодежи, которая здесь растет, и потихоньку изменить имидж и принести пользу, именно работать на имидж своего народа, не на русскую Россию там и так далее, то есть именно для своего народа. Просто мне больно об этом даже говорить. Чеченцы, грамотные чеченцы, живущие в Европе здесь, журналисты, я знаю, тут есть журналисты, кто работал там, писатели у нас есть, поэты у нас есть, музыканты у нас есть. Среди нашего народа очень много талантливых людей. Ну, этот талант почему-то они как-то его или скрывают, этот талант, не могут использовать его для пользы нашего народа, или какой-то страх какой-то в этих людей вселился. То есть они не могут вымолвить слово
слово, вот это слово в защиту своего народа, вот это мне очень обидно, и абсолютно я не пойму, почему так происходит. Вот это я не пойму, действительно. А не то, В что назвали. завершении нашего эфира у меня просьба Я к бы хотел по обоим. этому поводу добавить, Артур, Давай, если конечно. можно. Да. Дело в том, что, как и в царской России, после захвата вот населенных пунктов, тех, кто остается, ну, большинство, кто сопротивляется, кто борется, тех уничтожают просто. Ну, в данном случае в России есть очень много тюрем и так далее, там пришивают любое преступление совершенно уголовное. Никакое не политическое, ничего. Они или наркотики подкидывают, или там теракт пришивают, к которому ты не имеешь отношения. И, значит, какое-то вооруженное формирование, если ты свободную мысль выражаешь, и ты чеченец, то ты попадаешь по статье уголовной, не политической, понимаешь? Поэтому там технология такая. И вот они забивают наших людей по тюрьмам или уничтожают их, ну, убивают. Я имею в виду более-менее свободу мысли выражающих. А те, кто, значит, много сирот, вы понимаете, да, после войны много сирот и так далее. Им учреждения вот эти суворовские училища и так далее воспитывают там, впитывают им какую-то там ахинею вместо истории, рассказывают историю наоборот. И вот дети растут с этим, их хорошо кормят, там гладят по головке и объясняют им, как делать карьеру и так далее. И вот они возвращаются после этого образования воинского уже в республику или в республике, которые воспитываются. Вот в такой атмосфере они растут, в этих интернатах и так далее. Понимаете, это одна сторона. Другая сторона – в школе учебники, вот эти за эти 24-25 лет, там, ну, если в общей сложности взять 25 лет, да, то за это время они очень много наворотили. Я имею в виду, историю перевирают в учебниках, уже там утренники, на утренниках школьники, вот представьте себе, дети, которые несовершеннолетние, дети рассказывают, как, что чеченцы произошли от русских, что вся цивилизация от русских. Так, прямо на полном серьезе у них это преподают им, объясняют. Как это происходит? Это фантастика. Не воспитывают чеченцев уже. Нохчел, дадок, шмаду. Лыжки ошмабу, к сожалению. Вот в завершении нашего эфира у меня к вам просьба. Есть один очень непростой момент, который я хочу озвучить и прям вот акцентирую на этом. Вот смотрите. Основная часть нашего народа, чеченского народа, живет там, дома, на территории оккупированной Россией Чеченской Республики. И считаются частью России, ее гражданами. У меня у самого российское гражданство, у меня нет другого. И эти люди там, когда видят наши разговоры, наши мысли о свободе, они говорят нам следующее. Вот какого черта вы сидите в этих своих Европах, в этих своих интернетах и раскачиваете нам лодку? Нам ничего этого не надо. Мы осознали, что мы живем с Россией. Вот нам построили красивые там дома, город, центр. Все светит, мигает, асфальт лежит. И мы спокойно по своему городу гуляем. У нас спокойная, мирная жизнь. Мы получаем свои зарплаты. Дети наши ходят в школу, и все хорошо. Нам ваши идеи о свободе не нужны. И этих заявлений много.
я невольно задумываюсь, может быть, они действительно правы. Может быть, я, сидя здесь, будучи в Европе, скучая по своей родине, романтизирую это все. И я хочу, чтобы вы сказали людям, которые так нам говорят. Это же наши земляки, они же наши люди. Мы должны прислушиваться к их мнению. Я хочу от вас услышать, что бы вы сказали этим людям, или согласились бы, да, окей, или нашли бы слова их переубедить. И вот что? Вот давай, Артур, Рахман, я тебя давай начнем. не им, я тебе хочу сказать, что когда ты требуешь по интернету, по WhatsApp, да, ты разговариваешь по WhatsApp, наверное, со знакомыми своими, правильно? Чаще, да, чаще, да. Да. И ты по WhatsApp разговариваешь, это спецслужбы, находящиеся в Чеченской Республике, прослушивают это, записывают, дают иногда в эфир это даже, потом при следствии доказывают, объясняют, что ты говорил там. И в этой атмосфере они не могут тебе сказать то, что происходит. Просто они не хотят страдать, не хотят преследования со стороны официальных сегодня ихних там Российской империи, вот этой империи зла, властей, которые служат там, ну, в силовых структурах и так далее. Там очень разные, наверное, люди, но в основном они выполняют приказы и мучают людей, которые свободомыслие выражают, их просто унижают. Понимаешь, среднестатистический бюджет у человека, да, нормальный, а потом он за счет войны на ноль у него теряет. А некоторые после войны приобрели то, что у них никогда не было. Понимаешь? Такой парадокс. И вот да. В этом отношении там тоже есть, но это небольшой процент. И даже если среди них по сознанию, что в независимой, свободной стране без дамоклового меча над головой в виде силовых структур, которые не разрешают свободомыслие, выражать правду, воспитывать своих детей как надо, да, там, чтобы чеченцы они были по культуре, не только танцем и не только языком, хотя это очень серьезно, это, в общем-то, несущие, так сказать, культурный стержень язык, да, но все равно существует много деталей, которых лишают. Вот Нохчала без определенных деталей, он Нохчи Мацаху, ты гомо сапиенс, там, высококультурный, может быть, для кого-то, для русского, для кого угодно. И они нам объясняют, как жить. Самое главное, они воспитывают сейчас наших детей, и атмосферу нашей республики создают. Вот такая вот, с моей точки зрения, я, конечно, не все знающий. Ну, Хусейн, тебе есть что сказать насчет этого? Вот что бы ты сказал этим людям, которые сегодня дома говорят, не раскачивайте лодку, у нас уже все хорошо? Когда пришел час X, после развала Советского Союза, народ не занял сторону России, да, а занял сторону свободы. Свобода востребована в чеченском обществе всегда, и будет она востребована. Как бы долго ни была оккупация, народ будет вот по мере того, как вот власть будет уменьшать влияние на народ, да, давление на народ, тем больше будет стремление к свободе возрастать. Это обратное давление как бы происходит. Вы оба уверены в том, что так люди говорят, просто у них нет другого выбора, а на самом деле в большинстве, вот, в большем количестве чеченцев вот это вот желание быть свободными, оно никуда не делось. И в нужный момент оно раскроется. Я правильно вас понял? То есть, абсолютно. Я это утверждаю, потому что я сам из таких. Был ребенком, был пионером, октябренком, комсомольцем, даже кандидатом в коммунистическую партию, потому что надо было расти как-то, надо было где-то работать, где-то что-то делать, и приходилось вот маневрировать как бы по автобану, как я пример приводил.
И потом уже, когда началась война, по зову своего сердца, я пошел, меня никто не заставлял пойти на войну. Когда я увидел, что Россия хочет на нас напасть, я пошел и в главный штаб и стал там вот еще до начала войны начал работать, ну, служить в этом главном штабе. Поэтому я по себе говорю, таких как я, тут тысячами чеченцы, которые в случае опасности, как Арахман сейчас рассказывал тоже на центральном рынке, когда ракетный удар был и люди погибли, вместо того, чтобы разбегаться, да, с центрального рынка, а вдруг еще раз будет ракетный удар, то эти люди бегали и собирали, и помогали друг другу, рискуя своими жизнями. Когда вот минута опасности, они концентрируются и начинают прижимать вот это скрепа, да, русские, которые ищут. У нас скрепа вот в помощи друг другу в тяжелый момент. Поэтому я уверен, что момент, вот этот час X, когда настанет, когда Россия, вот этот механизм поломается у него до конца, да, что мы будем свободными и востребована будет свобода среди нашего народа. Это однозначно, тут даже у меня никаких сомнений нет. Что ж, я благодарю вас за эфир, благодарю за эту беседу, благодарю всех, кто это посмотрит. Я понимаю, что вас будет немного. Тема тяжелая, и мы тут не аттракционы показываем, поэтому, но сколько будет, мы вам рады. И в завершении всей вот нашей темы о свободе в конце у чеченцев есть несколько вариантов приветствия и прощания, связанные они со свободой. Поэтому этого я вам и желаю всем абсолютно, не только чеченцам, абсолютно всем людям. Будьте свободными. Это шикарно. Это лучшее, что может быть. Спасибо всем за эфир. Увидимся. Берегите себя. Марш Айл. Марш Айл. Дал Диккенс говорит.